вечер, дорогие друзья. Перед началом концерта напоминаю, что нужно отключить звуки мобильных телефонов. Итак, мы начинаем наш торжественный концерт, закрывающий открытый городской фестиваль, посвященный Международному дню пианиста. И сейчас я приглашаю на эту сцену нашу гостью. Это руководитель отдела развития кадровых ресурсов и образовательной деятельности Института геокультурного развития Надежду Егоровну Сивцеву. Надежда Егоровна, вам слово. Добрый вечер, друзья. Ну, не сколько друзья, наверное, участники и родители. Я, во-первых, поздравляю вас с Международным днем пианиста. И сегодня с открытием первого открытого городского фестиваля пианистов. Я думаю, что здесь будут выступать юные таланты. Хочу посмотреть, какие у нас действительно много и очень таких одаренных детей, которые обучаются в этой прекрасной школе. Кстати, в этой школе я впервые и вообще очень удивлена таким прямо супер-супер, так сказать, школой нашей. Поэтому я думаю, что в этой школе учатся самые-самые такие одаренные дети и наши будущие таланты, которые будут выступать не только в нашей республиканской сцене, но и будут выступать вдали от нашей республики, на сценах Большого театра, может быть, да? Ну и за рубежом. Я вам желаю, участникам, больших успехов, удачи, благополучия. Спасибо за внимание. Спасибо. Слово предоставляется директору детской школы искусств номер 2 Сергею Иннокентьевичу Лебедеву. Дорогие друзья, ну вот и подошел к концу наш сегодняшний замечательный день. Всем вот вроде бы недавно было утро, да, 10 утра мы открывали наш фестиваль, сейчас уже 6 вечера. Конечно, за день мы проделали много видов работ, да, вы сами видели открытие, потом была конференция, в 2 часа начались мастер-классы, потом прошла лекция по вопросам тоже фортепианного искусства. И, собственно, сейчас мы все будем свидетелями вот прекрасного концерта с участием учащихся детских школ искусств городского округа, да, и город Якутск, и высшей школы музыки Республики Саха-Якутия имени Василия Афанасьевича Босикова. Пользуясь случаем, конечно, я должен сказать, что сегодня в новостях в НВК Сахаевка на канале Якутия-24 можете посмотреть, даже не можете, вы должны посмотреть, да, обязательно сюжет о сегодняшнем нашем фестивале. Мы все сегодня приняли активное участие, да, вложили частичку себя, поэтому, пожалуйста, в 7 вечера и в 8 вечера выйдет репортаж на 2 языках. Вот, ну, посмотрите обязательно. Также, конечно, я хочу поблагодарить все школы, которые приняли участие. Да, я сегодня весь день всех благодарю. Это, я думаю, правильно, потому что такой праздник музыки состоялся благодаря всем. Да, если бы вы не пришли, бы не поддержали наш проект, конечно, бы такого праздника бы музыки не состоялось. Поэтому огромная вам благодарность. И еще такая же большая благодарность, конечно, Высшей школе музыки, моей альма-матер, да, которая вот и кафедра специально фортепиано, и отделение специально фортепиано вот тоже приняли наше приглашение, и вот сегодня вот украсят тоже наш концерт прекрасными выступлениями. Я очень надеюсь, что из стен наших городских детских школ искусств будут выходить действительно, как Надежда Егоровна сказала, очень серьезные ребята, да, потому что мы очень целенаправленно работаем в этом плане, мы очень серьезно задумываемся и поставили на нужный уровень профориентационной работы, да, потому что, конечно, качество с каждым годом учащихся, конечно, должно становиться лучше. Да? Мы пережили тяжелую пандемию, 2 года практически вынуждены были сидеть без концертов, без каких-то творческих мероприятий. Вот сегодняшний, опять же, фестиваль, конечно, это огромная радость, что вот общение с музыкой, да, и общение, на самом деле, друг с другом.
Вот мы будем развиваться, будем работать. Это, безусловно, получится только когда мы все будем едины и будем работать над одной идеей, да, взращивания вот очень профессиональных, продвинутых музыкантов в нашем городе. И вот, конечно, детские школы искусств здесь должны вот как бы, первой точкой, да, стартовой такой стать, да, чтобы наши дети потом успешно и очень легко поступали в высшую школу музыки, очень легко проходили конкурсы и в Якутский музыкальный колледж, да, и, может, и в другие учебные заведения, среднеспециальные, по всей территории России, да, поэтому всем вдохновения. Спасибо всем, что были все с нами. И давайте послушаем прекрасный концерт фортепианной музыки. Спасибо. Дорогие друзья, мы все стали свидетелями зарождения новой, замечательной музыкальной традиции. Думается, что фестивали, конечно, будут проводиться ежегодно, будут расширяться и делаться все интереснее и насыщеннее. И завершаться наверняка они будут вот такими концертами, на которых непременно будет звучать исключительно фортепианная музыка. И наш концерт начинает выступление тех, кто делает первые шаги в таком нелегком фортепианном искусстве. Открывает наш концерт произведение Петра Ильича Чайковского, это итальянская полька. Она прозвучит в исполнении Александры Погадаевой, ученицы 2 класса детской школы искусств номер 1, класс преподавателя Галины Поповой. Роули в стране гномов исполняет ученица 2 класса детской школы искусств номер 1 Алиса Колесова, класс преподавателя Марьям Черепановой. Хачатурян Андантино исполняет ученик 2 класса высшей школы музыки Руслан Максаров, класс преподавателя Сергея Лебедева.
Накада. Танец дикарей. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Исполняет ученица 2 класса Высшей школы музыки Валерия Туприна. Класс преподавателя Елены Михеевой. Грик. Вальс. Исполняет ученица 3 класса детской школы искусств номер 1 Сардана Громова. Класс преподавателя Ольги Беркес.
Шуман. Первая утрата. Исполняет ученица 3 класса детской школы искусств номер 2 Кубея Егорова. Класс преподавателя Сергея Лебедева. Денис Александр. Праздничная увертюра. Исполняют ученики 3 класса Высшей школы музыки Лилиана Попова и Александр Хатенов. Класс преподавателя Галины Поповой. Ян Сибелиус. Ель. Исполняет София Папаян. 4 класс детская школа искусств номер 1. Класс преподавателя Галины Поповой.
Едете. Пьеса. Исполняет Лилияна Прододьяконова, 4 класс детской школы искусств номер 1, класс преподавателя Жанны Дичковой. Грик. Ноктюрн, опус 54, номер 4. Исполняет ученик 4 класса Высшей школы музыки Николай Колесов, класс преподавателя Сергея Лебедева.
Герман Комраков. Вальс. Исполняет Никита Тайшин, ученик 5 класса детской школы искусств номер 2, класс преподавателя Дианы Чемпоровой. Арно Бабаджанян «Мелодия» исполняет ученица 5 класса детской школы искусств номер 1 Дарья Гришилова, класс преподавателя Ольги Беркес. Герман Комраков «Веселое настроение» исполняет Артем Махначевский, 5 класс, детская школа искусств номер 2, класс преподавателя Екатерины Сергучевой.
Чайковский, «Ноктюрн» исполняет ученица 6 класса детской школы искусств номер 1 Алина Кирсанова, преподаватель Марьям Черепанова. Рахманинов, «Итальянская полька», исполняет Савелий Желонкин, 6 класс, детская школа искусств номер 1, преподаватель Ольга Прокопова.
Тюрян. Музыкальная картина из детского альбома. Исполняет Иван Смирнов. 6 класс, детская школа искусств номер 2. Преподаватель Антонина Халыева. Щуровский, «Токката». Исполняет Виктория Грищенко. 6 класс, детская школа искусств номер 2. Класс преподавателя Анны Зайцевой. Иоганн Штраус, «Радецкий марш». Исполняют Дарья Касаткина, 7 класс, и Валерия Бурцева, 6 класс, детская школа искусств номер 2. Преподаватель Антонина Халыева.
Металлиди, Югра. Исполняют Сардана Сивцева, 7 класс, и Аял Ябловский, 8 класс, детской школы искусств номер 1, класс преподавателя Марты Ивановой. Шуберт, экспромт ми бемоль мажор, опус 90. Исполняет Виолетта Скрябина, 7 класс, Высшая школа музыки. Преподаватель Сергей Лебедев.
Чайковский. «Май» из цикла «Времена года». Исполняет ученица 8 класса детской школы искусств номер 2 Екатерина Романенко, класс преподавателя Олеся Межевич. Рахманинов. Прелюдия соль минор. Исполняет Саяна Устинова. 8 класс. Высшая школа музыки. Преподаватель Олеся Межевич.
Лист «Женевские колокола» исполняет Павел Куприянов, 8 класс, Высшая школа музыки, класс преподавателя Галины Поповой.
Прокофьев, соната номер 3. Исполняет ученица 11 класса Высшей школы музыки Арина Герасимова. Класс преподавателя Ольги Гаврилевой.
Дорогие друзья, звучали звуки последнего номера, и сейчас с этой сцены я могу уже объявить наш фестиваль закрытым. Но я не ставлю на этом точку. Я сейчас приглашаю всех на сцену для общего фотографирования, потому что это исторический момент. Первый фортепиано фестиваль. Приглашаю всех.